Привет, ребята! И вновь в эфире новости за школьной партой. С вами Роман Константинов и Гузель Хамидулова. С начала учебного года мы ставим перед собой новые планы и задачи. Но главный вопрос – как с первых учебных дней настроить себя на продуктивную учебу? На эти, а также и другие вопросы нам поможет ответить, а также даст совет психолог Центра «Азамат» Натия Георгиевна Китиладзе. Добрый день, скажите, пожалуйста, как лучше подготовиться к школе? Для будущего первоклассника зачастую родители считают, что важно просто внешне подготовить ребенка. Это новый ранец, фломастеры, карандаши и все те внешние атрибуты, которые отличают дошкольника от первоклассника. Но зачастую этого бывает не хватает для того, чтобы ребенок прошел адаптацию без каких-либо негативных последствий. Здесь необходима, во-первых, психологическая готовность ребенка к новому учебному году. Что сюда входит? Это познавательная сфера, то есть как у ребенка развиты память, мышление, коммуникативные способности. То есть ребенок попадает в коллектив, и в коллективе ему необходимо решать общую задачу, которая стоит перед ребятами, это учеба. И, соответственно, ему необходимо будет общаться с другими ребятами для достижения этой общей темы. Также ему нужно будет поддерживать отношения, хорошие, гармоничные взаимоотношения со своим учителем, как со взрослым, который является передатчиком знания. Также есть другие умения, это эмоционально-волевые умения. То есть перед ребенком появляется новая задача, новые поведения, новые требования. Ребенок должен на это адекватно реагировать эмоционально. То есть, если, допустим, ему ставят какую-то негативную оценку, то ребенок должен это эмоционально принять, не конючить, не истерить, а попытаться как-то найти выход из этой ситуации. То есть, это эмоциональное принятие. Также в основном в учебной деятельности есть много инструкций и требований учителя. Если у ребенка хорошо развита эмоционально-волевая регуляция, то ребенок в основном будет подчинять свое поведение тем требованиям и условиям, которые существуют в его классе. Влияет ли склад характера на то, как можно быстро адаптироваться к школе? Да, это безусловно, здесь есть некое влияние. Например, если ребенок отличается неусидчивостью, ему сложно концентрировать внимание, то процесс его адаптации может затянуться. Также, если ребенок довольно молчалив, если он не видит, допустим, от учителя или других сверстников достаточного интереса к себе, то он может потерять интерес к налаживанию контакта и к учебному процессу. То есть его адаптация тоже может затянуться. Многие ребята уже купили канцелярию, полностью готовятся к школе, но многие еще не готовы морально. Как с этим справиться? Как нам подготовиться морально к школе? Когда я тоже училась в школе, у меня, как и у всех у вас, тоже было некое волнение перед тем, как пойти в школу 1 сентября. Потому что с ребятами ты не виделся уже 3 месяца. Кажется, что вы довольно далеко отдалились друг от друга. Возникала тревога непонятная. И хотелось как-то со всем этим тоже справиться. И здесь на помощь приходили любимые фильмы, мультфильмы, в которых герои тоже справлялись с похожими ситуациями. Сейчас их очень большое количество. Например, вот мне нравились фильмы про супергероев, которые спасали и преодолевали какие-то препятствия. Вот, Ром, тебе что нравится? Что тебе может помочь преодолеть, допустим, тревогу какую-то? Общение с родителями или с друзьями. Мне тоже это помогало. Мы собирались с нашими сверстниками на улице и обсуждали вопросы, кто в чем пойдет в школу, допустим, у кого какие новые изменения произошли. Поэтому мне понятно, что ты обращаешься за поддержкой к своим сверстникам и к родителям в особенности. Вместе с нами переживают наши родители. Какой вы им можете дать совет? Родителю в 1 классе, конечно же, его тревога, она понятна. Ребенок меняет свою жизнь, то есть он от того, как он адаптируется в классе, зависит все его последующее, может быть, вся его последующая жизнь. Как вы думаете? Вся его последующая жизнь зависит от того, как он поведет себя в 1 классе. Да. Практически 1, 2, 3, 4 класс, все это будет продолжаться то, как показать себя впервые.
Да, это такой вот эффект новизны. Вот. И родители, конечно же, очень тревожатся за ребенка. Когда ребенок просыпается, то родителю желательно встречать его с мягкой и добродушной улыбкой. То есть давать ребенку понять, что новый день наступил, и с этим будет связано много позитивного и эмоционально приятного. Когда ребенок приходит после школы, то первый вопрос, то есть вопрос, как там в школе и какую оценку ты получил, желательно вообще оставить. И лучше его просто обнять и сказать о том, как же родитель рад, что ребенок пришел со школы. А после того, как ребенок начнет раскрываться, то можно будет продолжить как бы с ним вот этот вот контакт. И можно будет спросить в какой-то момент о его оценке, о том, как у него со сверстниками дела обстоят. Если ребенок пришел, допустим, после школы в не очень хорошем состоянии, ну, у вас тоже, наверное, такое бывает, да? Да. Да, то есть не всегда хорошее состояние, с кем-то там поругался, плохую оценку получил. Вот. Часто в таких ситуациях не хочется общаться, да, тем более как бы с родителем. Вот. Тогда родителю такая рекомендация, что не стоит как бы ребенка расспрашивать, выпрашивать у него как бы такими вот жесткими способами. Если ребенку захочется, то он сам подойдет и сам обо всем расскажет через какое-то время, когда вот в этом вот в доме в своем, в таком домашнем уютном месте, безопасном, да, придет в себя, такой, сбалансируется немного. Вот. Также родителю необходимо следить за режимом дня. Особенно это касается младшего школьного возраста. То есть дети, особенно 1-2 класса, они еще не до конца могут за собой, то есть заставлять себя, допустим, следовать какому-то расписанию. Наталья Георгиевна, скажите, пожалуйста, как новичкам справиться в новом обществе? Как им показать себя? Во-первых, наверное, стоит, когда родитель или ребенок думает о том, что необходимо поменять школу или класс, то родителю стоит обратить внимание на то, как ребенок ведет себя в обществе. То есть, если контакты с другими вызывают у него тревогу, он довольно боязлив или замкнут в себе, то школу не стоит менять в те возраста, когда существуют кризисы развития. Допустим, это переход из начального звена в среднее звено. Или переход, допустим, когда ребенку исполняется 13-14 лет, это 8-9 класс, то школу тоже не стоит менять. После вот эти вот периоды, 7 лет, получается 10-11 лет, 13-14 лет, это довольно такие вот кризисные моменты в развитии ребенка. И не все дети смогут адаптироваться так быстро, как это необходимо для школьного процесса. Переход из одной школы в другой довольно непрост. В то же время это все-таки зависит от того, какой этот ребенок сам по себе. То есть если он весел, оптимистичен, если он легко вливается в новый коллектив, если он легко налаживает контакты, то, естественно, ему будет легче переходить из одной школы, допустим, в другую. Или там даже бывает такое, что внутри одной школы меняют класс, с одного класса переходит в другой класс. Но если это ребенок, который не склонен к контактам, если он молчалив и замкнут, если довольно сложно сходиться с людьми, то для него это будет настоящий стресс, а может быть даже какая-нибудь травма развития. Да, то есть это... Поэтому насчет перехода нужно очень хорошо задуматься. Во-первых, родителю, как взрослому и ответственному члену семьи, а во-вторых, ребенку. То есть вот как вы думаете, когда встает вопрос, допустим, о переходе из одной школы в другую, вот вы бы хотели, чтобы ваше мнение учитывалось? Или все-таки вы надеетесь на то, что родитель, как взрослый человек, примет правильное решение? Думаю, нужно и со своим мнением. Ну да, со своим мнением. То есть только ребенок должен на свое мнение ориентироваться? Нет, родитель тоже. Родитель и ребенок тоже должен дать свое мнение. Сейчас многие ребята, вот у меня есть знакомые, которые переходят уже в 9 класс, и у них экзамены, и они часто говорят, что уже волнуются. Стоит ли вообще волноваться насчет экзаменов? Экзамен – это определенный стресс для организма любого ребенка, правильно? Вот. И как следствие стресса – это волнение и тревога.
Но то есть поддерживать себя в тонусе в таком все равно необходимо. Совершенно быть равнодушным и эмоционально не заинтересованным – это тоже как бы чревато своими последствиями. Да? То есть невозможно относиться равнодушно определенно к своим экзаменам, потому что это все-таки определенная ступень твоего будущего. Поэтому определенная тревога, волнение, оно должно присутствовать. Это говорит о том, что ты заинтересован в этом, и что в нужный момент ты, наверное, сможешь себя мобилизовать так интеллектуально, эмоционально. Да? Ты сможешь себя мобилизовать для того, чтобы пережить этот трамплин, перейти этот трамплин. Есть такая степень волнения, которая мешает, например, думать, или чувствовать, или действовать. Вот с таким волнением, конечно, стоит обратиться, наверное, к психологу. И психолог уже проведет диагностику, определит, в какой степени как бы стандартная тревога, или это все-таки завышенная, повышенная тревога, и на которую стоит обратить внимание. То есть бывает такое, что с тревогой работа может продолжаться с психологом от 5 до 15 встреч. Может быть, это даже годовая такая работа. Это все очень индивидуально, и поэтому, если родитель заметил, что у ребенка проявляются какие-то соматические нарушения, например, ребенок плохо спит перед самыми такими мероприятиями, допустим, в 9 классе, если он раздражителен, постоянно нервничает о чем-то, закрыт, изолирует себя от своих сверстников, то есть у него так резко меняется стиль его поведения, то в этом случае стоит обратить внимание и все-таки попытаться поговорить с ребенком и сходить на консультацию к психологу. У психолога, как у специалиста, есть много инструментариев, которые он может использовать для диагностики. То есть уровень тревоги, как я уже сказала, завышенный, повышенный или все-таки находится в норме. Исходя из полученной информации из диагностики, уже дальше можно будет простраивать какой-то ход или занятия, или, может быть, разовые консультации. Сегодня мы затронули тему подготовки детей к школе, советы родителям. Посоветуйте теперь что-нибудь учителям. Профессия учителя довольно энергоемка. То есть вы представьте, в классе 30 человек, и каждый со своими особенностями, каждый со своими стремлениями. У учителя есть определенные задачи, которым он хочет подвести всех учеников класса. Кто-то идет спокойно, без сопротивления, кто-то сопротивляется и тратит всю свою энергию на то, чтобы сопротивляться. Хотелось бы, наверное, пожелать каждому учителю, чтобы он тоже вставал, и у него была такая надежда и желание возвращаться на свое рабочее место, желание поддерживать контакт со своими ребятами, чтобы ребята были более открыты и часто сразу же говорили о проблеме, которая возникает, чтобы как взрослый человек, у которого много задач стоит, чтобы он мог сразу разрешить тот или иной вопрос. Часто бывает такая ситуация, что ребята обижаются из-за оценки, или ведут себя, закатывают истерику, допустим, им что-то не нравится. И в таких ситуациях хотелось бы ребятам порекомендовать, то есть сохранять гордость, не плакать из-за оценки перед всеми, стараться не спорить с учителем из-за той оценки, которую он получил, и верить в то, что его усилия все-таки принесут какие-то положительные плоды. А учителю все-таки хотелось бы посоветовать, чтобы они, то есть были, с одной стороны, они были требовательны, а с другой стороны, все-таки оставались человеком, который может прийти на помощь каждому из вас. Нам кажется, что с таким новым багажом знаний, который вы нам дали, у нас и у наших юных телезрителей в учебе все сложится очень хорошо. Наталья Георгиевна, спасибо вам за общение. Ребят, а вам тоже большое спасибо за то, что вы пригласили, и всей съемочной команде за то, что мы все совместно подготовили этот чудесный материал. Ребята, на этом наш выпуск подошел к концу, и мы вам говорим до свидания. Увидимся совсем скоро. Пока!